Тяжелая, очень сложная. Все вытерпели, да? Да, вытерпели. Какое время? Все крепкие. А Бары-Абы, вот, считай, войну пришел и утонул в 52-м году, спасая колхозный скот. Да, Зуфар Борисович сказал, да, что-то. Да, плотина прорвалась. А, он колхозный скот спасал? Да. А то я думал, сено там и прочее. Да, скот спасал. Спасали. Вот его отца репрессировали, расстреляли, всех. А этот сохранил преданность советской власти, и скот спасал колхозный, да? И они все не воевали. И все воевали. Вот. И вот один только погиб в 43-м году под Ворошиловградом. Советская власть отблагодарила их. Да, вот. То, что отца расстреляли, все. А Ниляр, вот Абиляр, в 45-м году приехали и 7 лет скитались по квартирам. А Биайтякши сарайын, чужие сараи, говорит, мазали, белили и там жили, говорит. Ставили печки. И ушунда тұрдық, пока Асма Пайға в 52-м году дали вот эту квартиру. А, ей в 52-м году дали, да? Значит, ол тіге лесхоз зашляган, и из Буранного перевезли этот вот дом. Этот лесхоз, вот этот дом дали Галиному отцу и Асма Пайға. Вот они самые первые там жили. И так и Галя так и осталась там. Из лиственницы было, просто она навечно, просто обложили кирпичом, а он говорит, из лиственницы этот дом. Была, говорит, с одной стороны контора, где вот тетка у нас жила, а с другой стороны, где Галя, где магазин был, где в Буранном, где тогда райцентр же был, до 50, вот до 56-го, а в 56-м Буранный район расформировали, а в 52-м, значит, они лесхоз, наверное, перевели в Соль-Илецк. И квартиру дали, вот Асма Пайға. Тогда большая радость была, что ну, конечно, квартиру дали. Свой угол. А это нашего брата Хасана, отец. А его отец Асма Пайға родила для себя. Она замуж не выходила, для себя родила и все. Вот у меня, видишь, тоже это... Там брат еще есть один, там в той части города, не буду называть. Тоже у него, значит, мама этот родила и свою фамилию дала. Вот, наверное, там сейчас живет, а два брата. Тоже там. Забиров Хасан да. Рахимович. Вот так. Ну, Асма Пайға больше ни замуж не вышла, никогда не гуляла, ни любовников, никого не было. Вот, родила для себя. А Бибинурапа, она ее сестра, да, младшая? Младшая, самая младшая. Она была нормальная Бибинур. А вот она была маленькая, красивая, говорит, была. Она же голубоглазая. Вон светленькая какая, Асма Пайға светлая. И только моя мама одна черная была, вот. И я такая же, вот. А остальные все вот Забировы все. А оказывается, Бабайларның бір сестрасы была черная вот такая вот. И вот моя мать в нее пошла вот. Я вообще удивился, у нас в Покровке только говорили один Кара Махмуд и Кара Абдул. Остальные все светлые, даже соседский татарин, блондин был голубоглазый, Губайдулин там, значит. Когда я в Свердловск поехал учиться, на концерт пошел какой-то татарского артиста из Казани, сижу в зале, кругом смуглые лица, татары называется. Я офигел. Поэтому мне, когда учился в университете на журфаке, говорит, какой ты татарин, ты на русскую похож. Мне там, какой у нас все вот такие светлые, у нас вот оренбургские татары все светлые. А там вот в Екатеринбурге, северно-уральские какие-то татары, они смуглые какие-то. Вот лежу прямо, сижу и смуглые, огляделся, говорю, ничего себе, татары, я татарин, они татары, а мы разные вот, совсем. А так все мы разные. Разные, да. И вот так потом уже мама вот устроилась в райфу, после райфу в колхоз, и всю жизнь до пенсии работала в колхозе. Вот так, бухгалтером материального расчетного стола и вела дела военкомата. А вот в Узбекистане у нас мама там... очень много Гуджаугар апа говорила, или я это здесь, а там какие-то называла. Там каких-то много было в Самарканде, по матери родня. Да. Как она, Мушбека Тата говорила, что ли, там Мушбека Тата, и кого-то мать тоже. Очень много. Знаешь, как почему? Когда деда арестовали, многие Забировы тоже скрылись. Кто в Ташкент, кто в Казахстан, многие уехали. Вот из Забировых арестовали Безнугбабайна и Шакиржана Абына. Это Суфия Пайның артисты. Он пошел провожать поезду, его там посадили. Вот так. Потом что интересно. А он был
у него руки золотые были, он шил мужскую одежду, брюки, костюмы, вот, был. А там потом все вот Сулилецкие, Оксановый, эти Обземельевы, Ступицкие, все Сулилецкие вот. Ну, кто жил более-менее нормально. Ступицкие магазин держали, вот. Там интересно, в общем, когда я университет закончил, приехал, и отец говорит, что в Ташкенте у нас есть по маме родня, по нашей маме, и она, говорит, была директором магазина, у нее 5 домов в Ташкенте тогда, и 15 ковров, тогда крутых ковров. И она говорит, отец говорит, езжай, она, говорит, старенькая, ей надо кого-то усыновить, и она все ему он унаследует. Я тут начал бегать, суетиться, а мать говорит, ты что? Я говорю, я поеду. Кит, зачем тебе надо? Она торгашка всю жизнь там нахапала. Зачем? Она, видимо, чувствовала, что там не совсем сладко придется. И я передумал. Хорошо, что потом в Ташкент все хуже стал жить, Узбекистан стал хуже жить. Вот у нас родни там, оказывается, много. В Оренбурге, Суфиапа. Почему они все вот скрылись тогда? Вот в Казахстане. Вот это самое, Валиабы был, тоже Забиров. Вот считай, все они жиром купили, где он жил. Потом в этом вот, в Актюбинске прокурором был Забиров. Так что родни много. В Сызрани артистка была тоже наша родня. Как фамилия? Ахмадеева, получается. И боялись они встречаться, боялись вот власти, боялись власти, да. Вот. Все поэтому скрылись, кто куда мог, они даже барса қашып кеттілер. А біздің әти шундай болды, говорит, он был грамотный. Вот моя мать, их всех учили арабскому, они все по-арабски писали. Угу. Вот меня, Асма апай, вот они все вот грамотные были. Гульнур апай. У меня даже где-то есть матерные книжки, вон эти... И там есть даже, как она по-арабски все писала. Учили арабскому их. Дед был очень грамотный, они тоже. Бабайбек был грамотный. А у нас у матери отец тоже 4 жены, он, говорит, лечил. Я как-то, знаешь, вот в каком-то году к сестре, вот это Насима по мархум, ездил я к ней в Тузово станции. И там, значит, Ашисай. И сидел, поезд ждал, и, значит, один дед казах сидит. Я с ним разговорился, я говорю, вот, значит, я хазрата вот этого Абдул-Газиза, внук. Он говорит, я когда был молодой пацаном, у нас, говорит, в ауле кто-то заболел, и меня, говорит, на санях с лошадью послали, говорит, за ним, я его, говорит, привозил, твоего деда, говорит, лечи. Он, говорит, лечил, говорит, у меня с какого-то человека. Вот представляешь? А в Ленёвке, когда я ходил по улице, зашел в магазин, а одна бабка, говорит, узнала, что я его внук, начала перечислять, у него какие-то жены, значит, из 4 жен и 16 детей начала прям перечислять. Потом я студентом был, на практике ездил туда в Ленёвку, и один мужик меня водил к дедушке, он уже лежал престарелый, и он про моего деда рассказывал, значит, я говорю, а он хадж совершил? Нет, не совершил, но он, говорит, ишаном был, очень уважаемый человек, говорит, был. Вот этот Абдул-Газиз Хазрат, говорит. Так что вот так, Забировы были очень умные, все грамотные были. Тут хоть одну улицу уже. А прадед, вот Безнугатийный артист, он был здесь этим мэром Сулилецким. Прадед был мэром, да, когда-то? В да. Какие годы? Я не знаю, какие годы. Вот его фотография в музее есть. Я говорю, вот написать бы в Оренбургский музей и архив. Вот. Пора бы тогда же говорить, фотографию прадеда не успели, отправили в Оренбург, говорит. А так вот, что он был здесь мэром. Он даже книжку или показал, или копию, говорит, вот, говорит, наш, говорит, мой дедушка или кто, говорит, мечеть строил, говорит, да, там. У меня тоже копия есть. Я эту книжку, у меня книга была, я ее подарила Асьяга. А зачем тебе? Твоя?